Брал какие-то баллы в этой борьбе. Что такое? Хвататься за перчатки нельзя. Дистанция. Последняя минута раунда. Вновь прессингует Мактыбек. И здесь попадает уже Мусаев навстречу. Опасно. И тейкдаун очередной проводит Аралбай. Такой неприятный звоночек для Мусаева. И тогда он пробивал мидл-кик, после которого сразу же началась борьба. И здесь такая же ситуация. Может быть, вот эти атаки слева стоит Мусаеву и попридержать. Позиция прям точно такая же, только пространство еще больше. Угрожает узлом плеча. Аралбай. Смотрим. Да. Пошел болевой прием. Кричит буквально Тофик Мусаев. Выворачивается. И все. Браво, Мактыбек Аралбай. Провел Кимуру. И это поражение для Тофика Мусаева. Шестое поражение в карьере. В четвертый раз он уступает приемам. Вот Роберто де Соузе проиграл в 2021 году. Победа болевым на руку за всю карьеру профессиональную. Но прием на крэнк, наверное, тоже можно считать болевым, да, не удушающим. И в UFC у него уже такое было. Все остальное по классике. Удушение сзади. Но это было в основном на старте профессиональной карьеры. Ну что ж, у нас сначала зубодробительный, лютейший поединок между Садыховым и Моттой. Сейчас победа болевым Мактыбека Аралбая уже в первом раунде. Ну и следующий поединок. Тяжелая весовая категория. Блейдс против Куниева. Да, очень интересно, чья борьба лучше. Надеемся, Резван в полном порядке. Причем Куниев не входит в список топ-15 тяжеловесов UFC. Кертис Блейдс там давным-давно находится. Поэтому для Куниева это отличный шанс. Хорошо заявить о себе. Что ж, Мактыбек принимает поздравления. Безусловно, это один из лучших бойцов Кыргызстана. Отличная борьба. Шикарная Кимура. Кстати, есть еще один великолепный легковес из Киргизии, Кубанычбек, да, который вот до недавнего времени чемпионил в одной ближневосточной организации.